город украшают к 9 мая. Впереди наша площадь Ленина. И мы со Светланой Архипченко, руководителем волонтерского движения «Добровольцы». Вот, катаемся по делам и заодно... Решаем, да, рабочие моменты. Вопросы рабочие, а я попросил что-нибудь поснимать 9 мая. Света, конечно, времени очень мало, поэтому я буквально поймал в дороге. Мы сейчас немножечко пообщаемся. И вообще нужно снять какое-нибудь видео на 9 мая. И снять импровизацию, да, как мы обычно это любим. Я в штаб без тебя заеду тогда, да? Там же кто-то есть сейчас в штабах? В штабах есть. В штабах наших, да, есть. у нас много штабов, но сейчас где-нибудь остановимся, Света расскажет. Давно хотели поснимать, и вот такой замечательный повод, 9 мая, День Победы. Отличный повод, чтобы немножко про вас все-таки рассказать, потому что действительно труженики тыла, герои, добровольцы. Да, мы хотели заехать в швейный цех на Ржакова, но сегодня все как бы перекрыто, и мы да. как бы не можем никак ни с какой стороны заехать. Кругами поводом катаемся, было, да. Надо запускать новую там На Ржакова оборону, да, на Ржакова. Там сейчас швейный цех, там сейчас вот эти одеяла, и получается сейчас закупают швейные машинки. Они не просто швейная машинка, она промышленные машинки. И они как бы, скорняженные, да, для таких плотных тканей. И вот насколько, как говорится, за деньги-то может и дурак купить, а нам надо вот, чтобы потом-то в дальнейшем тоже как бы такие промышленные машинки, что с ними делать. И денег жалко, тоже они дорогостоящие. И вот я думаю, поехать, может, где-то на Авито, где-то бэушную купить. Света постоянно голова болит. Где, что я достать? Вообще, я вечно, вот, знаешь, благодаря волонтерскому движению, я такая стала, вот, знаешь, я так на свой бизнес, честно сказать, вот не работала, да, вот как вот на волонтерское движение, как говорится, за бесплатно, да. За это. Ну, по сути же, да. Да, тут получается каждую копейку, как бы, экономишь, потому что и тут надо, и там надо, и перед тем, как говорится, купить, надо подумать, всё надо. да, все решить, насколько это, надо, насколько это. Кстати, вечером мы вчера вечером, да, вот здесь так красиво, получается, вот эти колонны, они как флаги были, очень красиво вот оформлено в вечернее время, потому что целый день в штабе, потом на своей основной работе, и Майя говорит, поехали, Это говорит, вообще себе не принадлежит последние, сколько уже, 2 года, сколько мы дружим уже, или даже сколько у вас ваш штаб? Слушай, 20 числа будет ровно 2 года, мы, кстати, собираемся все на даче у Галки. 20 числа, 20 мая, да, я еще не уеду. Ты не едешь? Я постараюсь к вам присоединиться. Давай, присоединяйся. Как бы у нас нет возможности где-то там какие-то мероприятия, нас особо там что-то не приглашают, да и некогда. Вот. Ну, как бы у Галки на даче это сами всегда. соберемся. Да, мы сами собираемся. На самом деле удивительная история, как вообще все это образовалось. Буквально несколько человек собрались вместе, и сегодня сколько у вас уже? 30? Слушай, у нас было 5 или 7 человек, да? 5 было, 6. И вот мы там, как бы, я такая еще думаю, ну ладно, пусть нас будет 5 человек, думаю, будем там плести, там сеточку 2, да, в месяц, там 50-60 сетей. А потом, понимаешь, сложно было с одним филиалом, сейчас их больше 50, и вроде как, и, знаешь... И как будто легче, да? Намного легче, правда, Опыт о многом говорит, да. Здесь уже готовые сети на отправку, мешки. Так вот пакуются, и добро пожаловать. Музычка играет у нас. Настроение у всех отличное, да? Здравствуйте. Вот наши труженицы тыла. Надежный волонтерский батальон. У каждого в тылу свои задачи. И старый млад болеют за страну. Любая помощь очень много значит. Ведь порознь нам не выиграть войну. Любая помощь очень много значит. Ведь порознь нам не выиграть войну. Мы вместе, это лозунг всей России. Зов Родины, зов предков, зов души. Все выдержим, все выстоим, осилим. С победою вернутся пацаны. Все выдержим, все выстоим, осилим. Я убежала, скоро буду. Я в Народный фронт убежала. Хорошо. Позвонила Жанне, поблагодарила. А тебя отвезти, может? Ну, мне здесь идти. Рядом же, ну ладно. Если хочешь, потом можешь туда прийти, в Народный фронт, 5-й этаж,
Прошел год 4. А, давай. Давай, всё. Напиши мне. Сейчас вот классная песня. Вообще. Я думаю, мы ее и используем. Я могу скинуть Ага. эту песню? Да, спасибо. У вас процесс уже налажен, я смотрю, да? Все как конвейер. Многолетний. Опыт дается с практикой. Мгм. Труд-то тяжелый. Вы же сюда сколько вот часов в день обычно? По-разному? Как у вас получается? Ой, здравствуйте. Вот пополнение в нашем строю. Проходите. Вот мы говорим немцы, немцы, немцы. На самом деле Германия же маленькая. Население так большое. И вот из тех, значит, солдат, которые воевали против, ну, скажем, всей Европы и Советского Союза, немцев было мало, где-то 30-35%. А остальные были, да и французы были. Объединенная Европа. Да, была. Объединенная Европа. Армия Объединенной Европы тогда. И Лида отец воевал, у Наташи, у Да. меня, у Римы отец воевал, у мы Низа отец собрались. воевал. То есть мы все тут собрались, дети Победители. ветераны, победители, дети победителей. Хотя наши отцы не любили вспоминать про войну. А вообще я слышал не раз, что вы вообще не рассказывали практически, да, многие. Не рассказывала. Настолько это было Отца тяжело. не стало, мне 10 лет было, я вообще ничего о нем не знаю. Вот сейчас я с интернета только что-то вот узнаю. А медали, которые были, мы все растаскали, дети. Ага, играли ими. Да? Вот так вот. Ну и это хочется сказать от нас, от волонтеров, добровольцев, всех поздравить россиян. Вот, чтобы Со светлым праздником 9 мая. С нашим главным праздником. Да. победой. Это общий праздник. И наш, и будущих поколений наших, чтобы тоже не забывали. Забывал про этот праздник. Ура, ура, юбилей. Ура! А еще здесь всегда очень вкусно. Всегда приносят вкусную домашнюю еду. И я отсюда никогда голодный не ухожу. Ну, присаживайтесь тоже, посидим. Наша полку прибыло чуть-чуть. Вообще про наших родителей можно целые сериалы снимать. Да. Сколько им досталось, как они говорили, нам досталось, наши дети будут жить и лучше. Теперь мы так говорим. Пусть наши внуки живут хорошо. Мгм. Оказывается, сегодня день добровольца. Как Да. мы удачно наметили посниматься чуть-чуть, да? Да, сегодня 6 6. мая. Добровольцы Донбасса называется. Посвященный там Георгию Победоносцу. Сегодня еще день Георгия Победоносца. Да, и вот получается, что он добровольец, типа вот 6 мая, день добровольца Донбасса. Ну расскажи давай кратенько. Света все время нет, мы не можем состыковаться, поболтать. Давай я тебя попробую сейчас здесь на интервью. Давай. А то потом не поймаю тебя опять. Давай, расскажи, как у тебя все это организовалось? Быстренько, сжатенько так. Ну, как-то вот как-то организовалось. Само собой. Само Ну, собой, у вас да. было с Галей в этом, да, сколько вот, 5 человек у вас было, да? Нас что? было 5 или 7 человек. Мы как-то вот, да. Слушай, что-то хотели сделать, а что делать? Я, допустим, не понимаю. Там Хотелось как-то дроны я не помочь, могу да? покупать, да, там как бы таким чем-то. Но я понимаю, что-то надо хотя бы руками делать. Вот. И вот нашли тут волонтерское движение, плели сети, потом решили сами бы организовать. А потом я не знала, как-то, знаешь, вот. И там как-то очнулись уже 50 у нас филиалов, да, добровольцев. Ну вы в колледже вам сначала, да, вот где мы сейчас были, там помещение Да. выделили? Слушай, нам так повезло, слушай. это Просто вам дали помещение? Да, и вот- просто, да. А просто мне повезло в свое время. Там я раньше, когда продавала, была оптовым розничная торговля офисной мебелью. И вот здесь меня тормозит. Нет, я тебе круг дам, пока болтаем. Или Ты что? мне потом смотришь. Нет, мне некогда А. ездить. Давай в следующий Некогда раз. ездить, да? Да, Ладно, Давай. смонтирую. Ну вот. Вот и поговорили. Ладно, у нас импровизация, время еще есть. Организуемся. Я пока на учебу, все, у меня пара начинается. Тоже уже времени нету. Надо еще задание сделать, подготовиться и досрочно сессию сдавать обязательно в мае, чтобы уехать домой спокойно. Проспект Ленина. Бабушка Не 40, должно да, быть. родилась 14 апреля 41 года Частные рождения. ненавистники могут быть. И вот в июне, когда война началась, папа Василий Куприянович Какой, одним из первых сказали, как отправился сейчас на фронт.
Внучка, расскажет. Я рассказываю кратко. А зовут как вы? Представьте, Лидия пожалуйста. Васильевна Лидия Васильевна. Сивцева. Очень приятно. Родом из Сунтарского района. Бабушка была учителем французского языка, была учителем музыки, учителем английского языка. В общем, больше 50 лет отработала в школе, в начальных классах. Все дети Сунтара ее прекрасно знают. До сих пор бабушке нынче исполнилось 84 года. И вот с аккордеоном во дворе концерт. Руки помнят. Да? Ну. Конечно, да, это Ну, давайте как говорится, талант. послушаем песню. Давайте. Давай. Катюшу хотели Давайте, вспомнить. Катюша, давайте. Расцветали яблони и груши, приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Всю землю держит грудью, а любовь Катюша бережет. Ура! Ура, с праздником! Днем Победы. Дедушка воевал на Отечественной, потом на Японской войне, как бы все это мы прошли. Дядя мой даже попадал в плен, сбежал, воевал в Чехословакии. У мужа моего дедушка трехкратно, как его кавалер Ордена Славы представлен, 3 раза представлен. Кавалер Ордена Славы, это приравнивается Да. к Герою Советского Союза. Да, Он украинец. И раньше на Украине в честь деда моего мужа был прямо сквер имени Брижицкого. Сейчас, конечно, там все разрушено, но мы все равно все помним и все это знаем. И мой сын, когда учился в 6 классе, если я сейчас вспомню его дословно, да, он сочинил стихотворение про войну. Сейчас я вам его продекламирую. Был летний жаркий день, когда они на нас напали, и вмиг судьбу людей перевернули, поменяли. Совсем юцы в бои пошли на танки с голыми руками. Ой, страшно было им, но знали, Родина за нами. А мамы, сестры, все для фронта. Трудились, не жалея сил. Им похоронки приносили. Вставая, зубы жав до боли, вставали на работу шли. Ведь знали, Родина за нами. Победа будет впереди. Сейчас мой старший сын тоже на войне. Страшно это говорить, но скорее бы была наша победа. Он проходил в этой тюрьме. Он 1,90 м ростом, они ползли ползком. Бабушка, это вам от нас. Победы. Вас. всей душе. Спасибо. Днем Победы. Вы садитесь тяжело, я вас поцелую. Подождите. Мы очень рады, что вы живете в нашем доме. Живите долго, не болейте, главное. Если молчала. Ну, вот видите, какой сегодня день. Сегодня особенный день. На душе у бойца от какого хорошего, от ее сердца и дарит слова, живет поймет за советскую родину, за родную я. Высоко. Ну что, друзья, вот и настал этот день, великий праздник 9 мая. Торопился я на парад, на шествие Бессмертный полк, но не смог не задержаться во дворе, проходил мимо, там пели песни, поздравляли ветеранов, очень душевно. Сейчас не знаю, куда я успею, но хоть немножко попробую вам показать, как у нас в Якутске празднуют этот день. Раздают гречневую кашу людям, можно сказать, солдатская. Но солдатская была немножко другая, по-моему. Памяти наших отцов и дедов, памяти вечно молодых солдат и офицеров советской армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, памяти тех,
кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия. В каждой семье памятен свой герой-победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад Победы, встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника-ветерана боевого или трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, дочери и сыновья фронтовиков, внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей: братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, павших и живых, тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия, кто бился насмерть, освобождая города и деревни, кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей, кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу, и вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю, вместе со своими потомками. Вот встретила Екатерину из Дома дружбы народов. С праздником! С Днем Победы! Счастья, радости! Будьте памяти павших, будьте достойны! Вечно достойны! Молодцы, с семьей тоже участвуйте в бессмертном полку. И заодно я тоже пройдусь. Можно с вами Конечно, немножко, да? нужно. Это такой длинный он получился. Вообще, столько не было никогда. Да? В парке сегодня тоже у нас концерт. И там будет выступать моя подруга Анютка с песней, на которой мы сняли клип «На безымянной высоте». Станешь ты большой, ясный сокол мой, за тобой кибитку пришлют, и под барабан во солдатский стан. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, когда горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно не бывало,
своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Не часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной